Журналистика, нельзя сказать, что это очень легкая профессия. Ей надо учиться, и не один год, и в первую очередь нужно ее любить. Горожанам раздали первые георгиевские ленты. Сегодня в Казани стартовала акция, посвященная Дню Победы. Я сам когда-то много лет назад тоже пришел в эфир на практику, и я думал, что я сделаю 3-4 сюжета, чтобы отчитаться, и уйду. И телевидение — это не мой жанр, но вот так вот судьба распорядилась, что пришел и как наркоман получил зависимость от экрана. В рубрике «Золотой шлягер» сегодня рассказ о песне. Те, кто на самом деле для себя решил, что я добьюсь. И вот в нашей редакции, сегодня в редакции «Вести» есть такие ребята, у них все получится. Если они не бросят это, у них получится. Вот это настоящие журналисты. Эфир федеральных вестей продолжает новости нашей республики. С вами Дмитрий Второв. Добрый день. И сначала коротко о важном к этому часу. Телевидением нужно пропитаться. Это все, конечно, эмоции, но в них тоже есть доля своей истины. Самое главное – это любовь к профессии, к будущей профессии, к делу, которому ты хочешь заниматься. А это прививается в течение всего процесса социализации ребенка, то есть начиная с детского возраста и заканчивая вот таким взрослым состоянием. Важно, чтобы он сам для себя ответил, зачем я иду на телевидение. Чтобы рассказывать новости, чтобы быть в эпицентре событий и оперативно вещать это на миллионам зрителей, чтобы отражать объективную реальность сегодняшнего дня там, в городе, в республике и так далее. То есть для чего каждый вот, из абитуриентов идет туда? Это, вот, мне кажется, самое главное, чтобы каждый для себя ответил. 3 дня с раннего утра до позднего вечера юные корреспонденты работали в атмосфере настоящей редакции. Они делали собственную газету, выпускали теле- и радиопередачи. Он должен уметь выполнять редакционные задания наиболее эффективным способом. Но мы должны научить его эффективно работать. 23 июня 1941 года в связи с нападением на страну фашистской Германии в Казанском университете прошел митинг. ВУЗ призывал соотечественников встать на защиту своей родины, и уже в июле 118 наших студентов ушли на фронт. Надо знать, что такое журналистика, что такое телевизионная журналистика, понимать природу функционирования телевидения, понимать психологию восприятия аудиовизуальной информации. В университете понадобился курс телевизионной журналистики. Это было время, когда еще не на всех факультетах журналистики читался этот курс. Вот в Казанском университете этот курс стал читаться с 1965 года. Тогда еще не было телевизора даже. Телевидение в началось давно. Кафедра журналистики стала активно участвовать в работе телецентра тогда, когда в наших комнатах появился эфир. Был основан здесь. В этих комнатах 3 года он сидел здесь. В общем, это такой удачный симбиоз позволил эфиру быстро развиться. Фактически те студенты, которые у нас учились на специализации, стали штатными сотрудниками этой телекомпании. Когда стали появляться первые выпускники в области телевидения, тогда нам стало как бы полегче, потому что у нас появился багаж. Мест подготовки телеспециалистов в Казани не так уж и много. Как их готовят? Судить вам, как зрителям. Ну, вот здесь та самая студия университетская. Включался свет. Здесь студенты слушали свои лекции. Здесь писали на этом фоне свои сюжеты, записывали. За окном весна, пора нежная, ласковая, романтическая пора. И потому нашу программу мы начинаем с лирической нотки. Мы, в частности, я беру грех на душу, доводили студентов до слез. Значит, это было прежде всего вызвано тем, что студент человек необязательный и неаккуратный. Мы его называли дядей Слава, потому что уже тогда он был с бородой, такой в возрасте, и мы все, значит, такие зеленые журналисты, и все время очень уважительно так относились, и немножко его побаивались. Он что-то там должен был открыть какой-то там сникерс, кусить его, а в это время что-то там не пошло, и я говорю, стоп, надо, сникерс снова. Нет, больше сникерса, нет. Там я научился не только делать сюжеты, но и снимать, держать в руках камеру и делать какой-то примитивный монтаж, и озвучивать свои сюжеты. Ну, в общем, собственно, делать все, что необходимо для того, чтобы выпускать сюжеты в эфир.
«Лестница» – это программа, которая была подготовлена и начала существовать в рамках грантового проекта по подготовке молодежных средств массовой информации. Поехали! Привет! Сегодня 28 сентября, кажется, вторник, а значит, вы смотрите студенческую программу «Лестница». Договорились с руководством телекомпании «Вариант», что будем транслировать эту программу у них и делали эту программу собственными силами. Когда определялась тематика этой программы, сразу ставилась задача, что это будет дневник жизни всех вузов города Казани. День первокурсника прошел уже в КФИ. 24-го он предстоит в Академии культуры. А КГУ, КХТИ и КАИ отпляшут его в октябре. На этом праздники еще не кончаются. Почему назвали лестницей? Ну, это случайно, несколько вариантов было. Но лестница – это лестница физически. Ну, лестница, которым пользуется каждый из нас. Просто мы все заставки снимали на лестнице, находили в городе, в здании. Ну, название произвольное. Ну более-менее благозвучное. У нас сегодня прекрасное настроение, потому что мы все сдали с утра экзамен. Вот это было, веселое время, в каком смысле? В том, что это была и учебная работа, и в то же время практическая. Уже люди могли посмотреть себя со стороны. Это было, конечно, здорово. Вместе со студентами-экологами мы отправляемся в Саралинский участок Волжско-Камского природного заповедника. Закрой глаза и вот эта старушка-камера, через которую прошли многие студенты, ей уже больше 20 лет. Послужила верой и правдой, сейчас это на нее смешно смотреть, но тем не менее, многим она запомнилась. Все было интересно нам, 20-летним, бегать с огромными камерами по городу. Пусть там это будут две девочки, одна из которых работает корреспондентом, другая оператором, а на следующей съемке мы меняемся своими должностями. И вот эта активность, она придавала грандиозную изюминку, на самом деле, изюмищу даже, наверное, в наше обучение. Телевидение – это искусство молодых. Наверное, это правильно. Наверное, это правильно, особенно для сотрудников информационных программ, потому что нужны ноги, нужна быстрая реакция, нужна голова, конечно. Дим, мы дошли до геологического факультета. Какой будет твой следующий шаг? Я сейчас хочу снять стендап возле кабинета кафедры геологии, нефти и газа, потому что это заметка, в общем-то, о прохождении практики студентов-нефтяников. Когда я был молодым преподавателем, я просто высказывал свое мнение и видение того, что происходит, на уровне полезных советов. Телевизионную журналистику можно считать искусством. Там совершенствоваться можно до бесконечности. Изначально я ему принесла один сценарий, на что он мне сказал: ты не сможешь этого сделать. Мы с ним поспорили, я сказала, что я найду и героев, и я это все вам отсниму в любом случае. На что он мне сказал: хорошо, дерзай, если ты с этим справишься, то ты будешь молодец. В последние годы у меня уже сформировалась во многих вопросах авторская позиция. Аргументация другая стала, во много раз усилилась системность именно в преподавании основных курсов телевизионной журналистики. Вот это, наверное, принципиально. Просто поумнел. И вот он очень удивился, когда я ему принесла готовый уже материал. Со мной согласится любая мама, что рождение ребенка полностью изменяет жизнь. Он по-новому осмысляет ее, вносит иные ценности, цели, ориентиры. Знаючи требовательность Виктора Николаевича, добиться какой-то похвалы от него, я считала для себя это действительно грандиозными аплодисментами с его стороны. Есть понятие ремесло, хорошее ремесло, в хорошем понимании этого слова. Вот ремесло научить можно. Девушки, я вам вручаю. И серии лекций, упражнений, практических занятий можно подготовить телевизионного журналиста, а уж какой уровень у него станет, зависит только от него. В основе, конечно, лежит практика. То есть тот продукт, который он сам делает своими руками, который он показывает другим людям и понимает, для чего он это делает. Здравствуйте, в эфире программа «Вести КГУ» и я ее ведущая Анна Ильина. Сегодня в нашей программе вы увидите:
главное проявить себя на той или иной телекомпании, потому что потом, на самом деле, проработав лет 5 или 7, а время в журналистике бежит достаточно быстро, тем более тележурналиста, большие перспективы открываются и с тем, чтобы, может быть, в дальнейшем, получив здесь хороший багаж, хороший опыт, попробовать себя на федеральных телеканалах, их еще больше. Если посмотреть наш выпуск вот, телевизионных журналистов, у нас очень большой процент идет на государственную службу. Очень большой процент уходит в науку, то есть становятся учеными. И приятно, что наши выпускницы даже заведуют кафедрой телевидения в Московском университете. Аня Качкаева. Очень многие уезжают работать в Москву, в Питер, в другие города. И очень многие уезжают за границу работать. Поэтому все зависит от самих ребят, от настойчивости, от рвения, желания, и это их волевых качеств.